Автомобиль на время. Сервис каршеринга «Делимобиль» вновь вышел на рынок республики. Крупнейший оператор стал первой федеральной компанией, которая предоставляет в регионе услуги по аренде машин от 1 минуты. На данный момент автопарк насчитывает 500 новых автомобилей разного класса. Как отметили в Минторговле региона, каршеринг будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах. Сервис успел оценить наш корреспондент Азат Садреев. Здесь у нас есть меню, которое позволяет выбрать тарифы. И стартует он от 7 рублей за минуту. То есть доехать, скажем, из Дюмы до Гостиного двора выйдет дешевле, чем на такси. Также, в отличие от личного автомобиля, не нужно беспокоиться о заправке машины и ее техобслуживании. Выбрать можно разные модели, от бюджетных седанов до люксовых иномарок. Автопарк каршеринга пополнили и новые китайские кроссоверы. Это второй заход компании в республику. В первый раз они прощупывали рынок, но дальнейшему развитию, говорят, помешала пандемия коронавируса. Теперь Уфа стала 12-м городом России, где представлен Делимобиль. О крупном инвестиционном проекте в своих соцсетях рассказал глава Башкортостана Ради Хабиров. Вообще по России компания Делимобиль каршеринга работает в 11 городах. Где появляется каршеринг? Это очень выгодное условие, собственно, такой кратковременной аренды автомобиля. Появляется в тех городах, где нормальная дорожная сеть, где правильная система управления дорожным движением. Это на самом деле удобная история для людей активных, для деятельных людей. Утром вышел, телефоном посмотрел, где ближайший автомобиль, он мыт, заправлен. Ты сел, поехал куда тебе нужно. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение на свой смартфон, зарегистрироваться, прикрепив фото паспорта и водительского удостоверения. При этом возраст должен быть старше 19 лет, а стаж вождения от 1 года. В самой компании отметили, что Башкортостан является для них одним из стратегических регионов. Планируем инвестировать частично, уже эти инвестиции сделали несколько дней назад. Планируем инвестировать 800 миллионов рублей. И взять на работу 50 человек для начала. И планируем в течение 2 года увеличивать наши инвестиции до 3 миллиарда рублей. На эти инвестиции не только закупят новые автомобили, увеличив автопарк до 2000 машин, но и создадут собственную инфраструктуру. Это станции технического обслуживания, и мойки, и логистические передвижные цели. Для этого мы создаем новые рабочие места, также создаем собственные станции технического обслуживания. Каршеринг станет не только дополнением к транспортной системе города. Как отметили в Минторговле региона, он будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах. Пользование каршерингом – это же не один человек, один автомобиль, а, как правило, один автомобиль задний используется 6-8 пользователями. То есть это уже наличие на улице Уфы не 6 автомобилей, а 1 автомобиля, который удовлетворяет потребности пользователя в передвижении по городу. При этом увеличилась зона покрытия. Кроме Уфы, каршеринг также представлен в городах Стерлитамак, Салават, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, но доехать можно и дальше. Каршеринг Делимобиль добавляет мобильности не только жителям крупных городов республики, но также способствует развитию туризма в Башкортостане, потому что одно из направлений деятельности компании – это предоставление возможности для гостей нашего региона осуществлять путешествия по всему Башкортостану. Например, туристы прилетели к нам из Москвы, Дальнего Востока, либо же зарубежной страны, у них есть возможность прямо в аэропорту арендовать автомобиль, причем абсолютно любого класса, от эконома до класса люкс, и отправиться в путешествие, скажем, в Бурзянский район, посмотреть красоты башкирской природы, ну и, конечно же, уникальную Капову пещеру. Для этого гости смогут воспользоваться услугой почасовой или посуточной аренды автомобиля. Азат Садреев, Равиль Рахимзянов, Мунир Вильданов. Итоги недели. Уфа.